Just at the end of the night, under street lamp, bent face aflame by the light. I'm going away, gone away, I'm gone away. And the sun gonna shine on a brand new day. Must be somewhere welcome me into the fold. Blooming flowers, as much as I can hold. I'm gone away, I'm gone away, I'm gone away. And the sun gonna shine on a brand new day for me, a brand new day for love, brand new day for me, brand new day for love. Yeah, I'm motorboating. I'm gone away, I'm gone away, I'm gone away, yeah. Then the sun gonna shine on a brand new day for me, a brand new day for love, brand new day for me, brand new day for love, brand new day for me, brand new day for love, brand new day for me, brand new day for love. Yeah. Нядзеля, шаноўнае гаспадарства, спадзяюся, у вас усё добра, і сёння мы паразмаўляем аб адной вельмі цікавай жанчыне, аб, я бы сказал, выбітным выпадку. Скажу вам, што мне гэта вельмі спадабалася, таму што я абажаю нашу апазішн, і мне вельмі прыемна, што нарэшце у польскіх спецслужбаў, у еўрапейскіх спецслужбаў, я ж не знаю, як там все было насамрэч, паявіўся час, які яны удзялілі нашым дэмсілам, нашым прадстаўнікам беларускага народа, якія узяліся невядома адкуль і невядома па якому мандату нас прадстаўляюць, і ввогуле, аказваецца, ёсць пытаннішкі, а што яны тут робяць. Вось, пакольку, на мой погляд, незалежныя нашыя СМІ паставіліся да гэтага выпадку са спадарыняй Мартынавай неадпаведным чынам, яны проста ўзялі і перадалі нам яе меркаванне. А пытаннічкі, сябры, вы же журналісты, а пытаннічкі. І тут жа квэсція з Мартынавай вельмі складаная. Мы дойдзем да гэтага крыху ніжэй. Ці ёсць у вас адказ на пытанне, якое я задал на прэв'юшке,
з'яўляецца Мартынова траянскім канём ці не, разбярэмся. Для мяне пытанняў ввогуле аніякіх няма. Так што поедем, поедим, да, Татьяна Владимировна? Так, ну што, пачнем з першага, што нашу паважаную дэлегатку каардынацыйнай рады, лідара фракцыі «Хопіць баяцца» прызналі пагрозай нацыянальнай бяспекі. Глядзім першы відосік. Я приезжаю, мне тут же просто ставят перед фактом, что в мае я, значит, с мая я в СИСе, в системе СИС, как угроза национальной безопасности Евросоюза. Вот сейчас сидите, ждите, соответственно, мы вам выдадим все документы. Ну, потому что, естественно, я сразу сказала, будьте добры, да, бумаги. Зачем 10 раз спрашивать и рассказывать, если просто можно дать документ? И дальше я вернусь к вам обязательно в очень скором будущем со всеми адвокатами, которые, возможно, у меня будут. Спадзяюся, што нікуды вы не вернецеся, а вам зробяць так, каб вы вярнуцца проста не змаглі, і я был бы вельмі шчаслівы і задаволены, калі б вам назаўсёды пазбавілі вас ўезда ў еўразвяз, таму што тут вам рабіць няма чаго. На мой погляд, маё меркаванне, вось чалавеку зараз, пра которага мы будзем размаўляць. З чаго такой мілай жанчынкай зацікавіліся польскія спецслужбы? Адкуль яна, як любіць казаць адзін вядомы блогер, амаль што не легенда Берасця, вынырнула? Адкуль яна ўзялася, сябры? Ну вось так вось зненацку. І што там, давайте паглядзім па неабвергальным фактам. Хто яна, куды яна ввогуле плыве, ці ідзе, ці ляціць. До 2020 года Татьяна сама прызнаецца, што яна не прымала удзелу ў ніякім супраціве. Ну, такіх людзей было шмат, ну, таму как бы не будзем гэта наогул шапаць, але давайте послухаем, что кажа она сама. Меня можно упрекнуть в чем-то, например, что я там не была активна в движении сопротивления Лукашенко до 2020 года. Можно меня в этом упрекнуть? Можно. Я даже когда не была, я не считала нужным. Я не видела с кем. Я не видела ни смысла, ни вообще как бы вариантов победы. То есть я видела людей, которые за счет этой борьбы прекрасно себе живут на гранты. Всегда так было. А я всю жизнь работала, зарабатывала, как бы платила налоги. Да, режиму, прикиньте. Просто в 2020 году, когда стало понятно, что уже можно. Бачите, якая она чоткая, да? Не ішла ў супраціў, бо бачыла людзей, якія цудоўна жывуць на гранты. А потым яна пашла ў супраціў, да? Чаму? Хіба сёння не тое самае? Тыя ж гранты, тыя ж праекты, тыя ж медыйныя пляцоўкі, тыя ж людзі, якія гадамі жывуць на беларускай тэме, а зараз ужо, я бы сказал, на брутальнай беларускай тэме, на горы людзей, на іх пакутах, на палітвязнях, вось. І яны называюць гэта барацьбой, і зараз у гэтую барацьбу так актыўна уже 5 год уклінілася Татьяна Мартынова, ось. І разам з гэтымі грантаедамі 2020 года зараз яна разам прыпала да гэтага карыцца, яна у КР, яна ў медыях, яна, ў новай Беларусі. Атрымоўваецца, што до 2020 года ёй, працоўнай жанчыне, якая плаціла падаткі, працавала, грандасмокі не падабаліся, а зараз падабаюцца. І тут, сябры, я не магу не ўспомніць, не прывесці вам словы
аднаго вядомага ўсім прыстасаванца з как метка называют, еврагадзіо. Я вяртаюся да допісу того ж самага Петрухіна, які задае пытанне, што там робяць гэтыя людзі, і далей ён удакладняе: а гэты ж вон быў дзяржаўным чыноўнікам, а зараз вот ён тут, а гэты быў там нейкім эканамічным злачынцам хабарнікам, а гэтая вось з Гігіным праграму вяла. Слухайце, ну калі у рух прыйшло столькі неафітаў, людзей, якія раптоўна прачнуліся ў 20-м годзе, ці час нам глядзець і калупацца там, а што там вот было, дзе ты быў, чым ты займаўся, ці маеш ты права пасля таго, як ты прачнуўся, становіцца ў нашы шэрагі. Мне вось з метрок цікава, вось калі б да цябе зараз прыехала АБВ, да? І яны б у цябе запыталіся: а чаго ты, паважаны журналіст, бароніш Тацяну? Ты вось кажаш, што яна, ну, типа, што ж нам рабіць, ці ёсць час, значит, высвятляць іх мінулае, кім яны былі. Ну, конечно, я про это кажу заўсёды. Час давно настал. Чалавек, конечно, и Танюшка таксама мае права прачнуцца, канешне. І то, што яна абудзілася, калі гэта так, это окей. Вось. Але калі чалавек, а такіх, у нас так много, абудзіўся, да, возьмем тых же мусароў, да, возьмем тых же чыноўнікаў, якія галяцца нагала, да, вось, калі яны абудзіліся, прыйшлі ў дым-сілы, палезлі ў КР, палезлі ў медыя, у Новую Беларусь, палезлі прадстаўляць беларусаў, ну так вы I'm sorry, это уже не приватная справа, это справа общественная. Вот, это пытанне і справа даверу, бяспекі, ну і, канешне, палітычнай гігіены. А дзе? Мне все хочется, вспоминается мне Крылов, да, я вось калі гляжу на яе, на Танюшку, такая она, ну, такая хорошая она дзяўчынка. Вось, і мне хочется назваць ее по прозвищу, но не буду, бо яшчэ буду ржаць. Вось. Дзе яна была до 20-го года? Сябры, глядзім на экран. Глядзіце так. Сюда. ОНТ, Гигин, Вадим Гигин, знаете его, да? Зараз он там нейкі дацэнт, ідэолог. Ось, дзяржаўнае тэлебачанне яна працавала. Не стаў я, значыць, рэзаць, ну, закидывать скрынамі і так шмат матэрыяла. 17-й год, там нейкая, тропа мужества с москальскими какими-то ветеранами. Потом СТВ канал, Спутник. Зараз покажу вам яшчэ скрин один, я, ну, скинул про это Вече, да, про Вече, вот. Тоже все Татьяна Мартынова актыўна працуе у беларуска-расійскім медиаполе вместе с Казарцевым Евгеником, да, который, директор Еврорадио, который обурался, что его там хтосьці доведался, и слили его, понимаете? То есть они, назначают директора Еврорадио, да, с дырявой, ну, на мой погляд, абсолютно дырявой биографией, который працавал на Спутнике, вот, и тихоря назначают. Памятаете, он в своем интервью на медиа-жабе, по-моему, да, про гэта распавядал. Вось гэта вось Вече. Все, ну, мадам, еще, короче, она еще была директором какого-то FM-радио. В 2001 году ее там шукали. Гэтага шмат в интернете. Дарэчы, я раю вам, хоць я яго вельмі не паважаю, этого Дароху, да, блогера Дароху, вось, ну, я думаю, что раньше ён был больш сумленным чалавекам, это зараз ён стаў такой інфападстілкай. Паглядзіце, у яго есть фильм «Троянские кони Байнету».
Там все пра Мартынаву вельмі, ну, амаль ей ўсё прысвечана. Там, праўда, ягоная подружка тада была Карач, не знаю, там они зараз сябруюць, не сябруюць, тоже такая вельмі цікавая асоба. Ну, короче, пра Мартынаву все скрыны, ўсё ёсць. Вось, я таксама паглядзеў, расчараваўся там гаспадару Лінніку, што ён там казаў. Я раньше гэтага не ведаў, я яго падтрымліваў, а ён так у гэтым фільме пра мову беларускую выказаўся. Не таму, што я на ёй размаўляю, а проста ўвогуле, калі ганьбяць, ну, какое-нибудь нацыянальнае, ну, нешта нацыянальнае, мне ўсё роўна чым. Мне заўсёды мне, ну, непрыемна, так, а ён тут так пра мову. Ну, карацей, паглядзіце, траянскія коні байнету. Вось, і да, што там далей? Вот. Калі чалавек, значит, ну, мы працягваем пра нашу гераіню. До 20-го года был у сістэмным поле, а пасля 20-го, нагадаю вам, яна бараніла палкоўніка Губазіка Азарова, она бараніла Кавалевскага, з кім там яе там то ли дзеці, то ли хто у сувязях родственных. А Кавалевскі гэта і Азаров, прыспешнікі рэжыму Лукашенко, дипломат, мама этого Ковалевского, блин. В «Единой России», в Удмуртии там чалится, там все с Путиным, с Машенским. Вот он Машенского, она и Машенского защищает тоже. Вот. І, ну, сябры, ну, прабачце мяне тады. Ну, як так? Як такога чалавека? Калі ты абудзіўся, ну, так прыязджай у іншую краіну, жыві. Ты ж не можаш жыць сярод дыктатуры. Нахера ты лезеш в гэтую? Ганьбіш весь движ. Ну, мы-то зараз понимаем, что такая мэта была, і спецслужбам гэта удалося зрабіць, таму што такіх Мартынавых, што она ж не адна, вы што? Я ж, памятаеце, вам казал, что мне, напрыклад, ну, конечно, я там не прыхільнік там тэорыі Ламбразо, да, но і там па лицам я не магу па тварам вылічыць, но я там просто не магу знаходзіцца побач з імі, там, ну, мне руку там некаму паціснуць, таму што мне гідка. Потому што я людзей, я ж стары чалавек уже, бачыце, сілы, бачу наскрозь. Магу памыляцца, канешне, но збольшага не. Я ведаю, ну, навошта там яны, і никакой Беларусі у іх няма. Ім трэба только лаве, ездзіць на парэ, ну, і там, дзе яны працуюць, працягваюць працаваць, ну, выконваць сваю задачу. Вось, ну, сябры, давайте тады цікава вашее меркаванне ўзнаць. Зараз я зайду ў чацік у наш даражэнькі чацік, вы там уже шмат чаго напісалі, но хочу вам задаць пытанне. Я понимаю, что яно для нас, для нашей, так сказать, команды, да, вось, тому что мы все ж, что там не кажы, мы ж супольнасць, якая-никакая, нас аб'ядноўвае там погляды аднолькавыя, інтарэс да павесткі. Что вы думаете про палітычную гігіену? Что вы думаете про людзей, якія прыходзяць у Дымрух, прадстаўляюць беларусаў? Вось, павінна быць палітычная гігіена, мае значэнне мінулае, или можно быть як Пал Палыч, блядь. Вчера он был, значит, чиновником Лукашенко, а сегодня он уже узначаліў супраціў. То есть, ну, понимаете, про что я кажу? Вось. Так, ну і іду ў чат. Сябры, спадзяюся, чуваць меня. Окей. О, дзякуй вялікі за донат. І донат я гляжу ўжо не адзін. Дзякуй, Васіліна, дзякуй, Оксана. Так, і тут дзякуй, тут же еш. И дякуй, спадар Оксидант. Тропа мужества, хороший заработок. И бар был совершенно убыточный. Да, у нее был какой-то там бар «Пятница». Она постоянно с какими-то тусила. Ну, вот я просто читал. Я ее ж вообще не знал, поэтому мне дико интересно. То есть, смотрите, чувиха, значит, в 2020 году, я сегодня про нее и вообще раньше читал, я и раньше знакомился, она мне вообще никогда не подобалась. Она просто, знаете, она как в Украине. Ну, то как бы просто вижу, ну, такой, ну, мы как-то с ней сустракались
на Варшаве на Координационной раде, она там попой по столу ездила, ну просто вульгарная жанчына, не знаю, что она там про себя думает, но она просто нахабная, просто нахабная. Вот на мой взгляд, эм, ну, я думаю, что и она не здарма работала на этих спутниках и писала про эти тропы мужества, потому что, ну, з іншого боку, ви ж бачите, які у яе канал, колькі там 79 тысяч, гэта даволі шмат. Что-то у меня секу, прервался интернет. Так, секундочку. Сябры, не понял я. Проверяем. У меня не идея интернет. Все сегодня у меня было четко. Я поставил настройки. Іншие, больше легкие. По битрейту, сябры. Сори. Все вроде бы идет, да? Холера. Я, если сегодня вспомню, я там вчера приготовил нормальный прикол. Там мне показывали гэтыя прапагандысты сцібаліся з мяне. Сегодня, коли все будет добро, я вам покажу. Вы тоже поржете. Прикольно получилось. Так, ну что, вроде бы все идет, да? А нет, а тут не идет, блин, опять плохое качество. Ну что такое, ёкарный бабай. Нет данных опять. Почему? 20 минут побыли в эфире, ёкарный бабай. Плохой. Не, сябры. Это дело не годится. Это дело не годится. Ладно, закрою тогда Телеграм. А почему это так? Я сегодня вообще сделал значно меньше ну, налаштование. Блин, ну, показывает, что нифига не идет. Ёкарный бабай. Или все-таки идет? Напишите, что там. Звук? Нет, а звук-то у меня как раз таки окей. Звук у меня окей, сябры. Я боюсь, что просто я вижу, что знову показывает он дрэнную якость. Плохое качество, непонятно. Так, ну, плохое это ну, что-то там идет, я себя вижу. Мгм, так, дякую. Ну, вот, блин, опять, ёкарный бабай. Ладно, попробуем знову. Так, витаю всех. Мартынова в своих стримах в 2020 году призывала сдавать людей, которые давали физический отпор мусорам. Что не так с Мартыновой? Всем доброго вечера. Видел этот стрим, пока перевариваю. Стрим этого дороги Руселика. Так, вот Лукашуку не доверяю однозначно. Ну, а кому со СМИ тут можна давяраць? Ну, не зразумела насамрэч. Каму тут можна са СМИ давяраць, калі яны адрабатваюць повестку такую офисную? Кому тут можно доверять и что они ввогуле пишут? На зеркале бачыў артыкул, что, значит, приехал в Минск с МЗС перепечатали Иванов по поводу интеграции России. Все просто перепечатали, как будто это такая, ну, типа, ну, между дел. Обычная там, вот, обычная подея в Беларуси. Не то, что там Россия поглощает, никакой политики, просто тупо перепечатывают. Вот, на что нам такие СМИ. Показывает большие полоски, вроде как. Окей. Плохая якость. В 2020 году в Беларуси было заведено уголовное дело за мошенничество с налогами под предлогом, что она Змагарка убежала за границу. Она не политическая, она экономическая беженка. Все-таки прав Поздняк, она те агенты КГБ. Вітаю, сябры, 6 Белостоку. Ставим подобайки, 6. Дякую, Василина. Дякую за донат, Василина. Дякую за донат, Оксидант. Дякую, Оксана. Так, ставим. Хорошо, украинцы, хлопцы бдительные. Ну, они-то ее приняли. Ну, про украинцев мы зараз поразмаўляем. Про украинцев. Яе ж узнагародзіла Украина медалём там за нейкія заслуги перед Украиной. Ну, как бы окей, тут, если она дапамагае Украине, гэта окей, но гэта ж
дапамога Украіне гэта ж не ест індульгенцыя для яе, правильно? Это то же самое, ведаеце, как, напрыклад, дедок, да, то есть был там, сидел, герой, а потом раз, и уже и не герой, то же самое, ну, тот же Кабанов, да, легенда Беростя, кормление голубов, вось, аккумуляторный завод, а потом все, снюхался с Белполом, с мусорами, и все. Кто такі Кабанов? Кто такі Кабанов, который нават не кажа, который кажа, я столько лет до гэтага шел, до гэтага гранта, но что за грант, я вам не скажу, потому что ну, у нас вось такие вось, значит, справы. Мы донараў не сдаем. Дарэчы, про донараў сёння яшчэ будзе. Крышечку поздней. По поводу Кравчука, который был у меня, значит, в эфире, а может даже зараз, раз мы уже начали про это говорить, и пока еще есть там интернет, я боюсь, что он не будет. Зараз где он? Вековит. Глядите, сябры, значит, ему значит, пришло поведомление. Шановны спадар Краўчук, гэтым лістом інфармуем вас аб заканчэнні вашага ўдзелу ў праграме лекавіт у мэтах бяспекі от зараз, от сегодняшнего, значит, числа, от 18 часов, вот, за что? Праз грубое парушэнне дэкларацый удзельнікаў праграмы. А дакладна пункта 2 раздела об ваших обовязках не разгалошваць звесткі о персонале, программа в померах, коштах дапамоги. То бок вы уявляете, что типа то, что этот человек был у меня у эфира, понимаете, да, то есть его, значит, позбавили дапамоги. Про что? Потому что он огучивал какие-то кошты, понимаете, да? То, что какие-то данные про персонал он озвучивал, это полная фигня, потому что все они подписываются не своими именами, понимаете, да? То есть там Анастасия или Нюша, это все такое, там, или Михась, вот. Но, видимо, им чувствительно. Я вам скажу, поважанные лейковитовцы, что на вас еще нашелся один человек, которого вы ён лічыць падманулі, вы ему абяцалі паставіць зубы не паставілі. Вось ён мяне знайшоў сёння, прыслаў скрыны, мы напішам у міжнародны гуманітарны фонд і хутка зробім з ім перадачу пра гэта. Таму што то, што вы робіце, гэта, канешне, ну такое сабе, да? Ну что это за фигня? То есть что, нельзя рассказывать, як вы дапамагаеце, ці што? А что это такое, сябры? Что гэта здарылася с вами? Непонятно. Человек просидел в тюряге, пришел, значит, вы атрымоўваеце грошы на дапамогу паліцняволеным, і вы яго выгнали, позбавили дапамоги простое, что ён рассказал какие-то кошты или какие-то моменты про вас. Сябры, вы ввогуле разумеете, что это такой вообще галимый лукашизм? И надо же этому неяк будет супрацьстаять. Все ідзе, окей. Сябры, я вельми натхнен, что все у нас ідзе. Да вроде ничего, все отлично, да very good. Ой, ты английский я люблю. Нормально, так и есть. Она просто тупо вела общепитовский бизнес. Приняли кому надо Мата Хари. Лука с Гайном тоже дапамагали Украине, да. У Гугле няма информации про узнагародження. Немножко я не понял, Людмила Борейкаш, про какие. Помню ваши стримы из Бреста. Да, было дело, было весело. Уж кто сел на гранте, кто-то уже не змагара, грандосос, и пользы димсилам там никакой нет. 100%, сябры, 100% это просто люди хочуць выживать. Працаваць яны не хочуць, и за кошт беларускай справы хочуць яны просто жить. Ну, и можно их зразумець, но понимаете, тут же у чым справа. Тут, калі ты бярэш, как бы, ну, говоришь, да пошли вы нафиг, я отсидел там 5 лет, все, я взял грант и ушел. Так окей, да, ну, пытанняў няма, но калі ты человек так робіць, да,
ну, вот тот же Кабанов возьмем, да, ну, тому что близко, то тады ты не маеш права казаць ад беларусаў. А что это ты такой вышел и кажешь нам: давайте згуртоўвацца, давайте аб'ядноўвацца, давайте падтрымліваць свету. Да пошел ты в жопу. Зачем нам яе падтрымліваць? Зачем? Кто она? Яна безмандатная жанчына, которая у асяроддзі АГП, той партыі, дарэчы, дзе Кабанаў, по нейкаму такому трудна зразумеламу механізму стаіць над беларусамі. Ну, я не против, ну, няхай бы яна і прадстаўляла, да, но там же целая гайня людей. Лябедьки, там семьи, там все эти семейные подряды, и они такие типа нас представляют. Ну, нам такие прадстаўнікі не патрэбны. Не потому, что вы на грантах, а потому, что вынікаў дзейнасці няма. І таму, што вось мы зараз видим вельмі такі яскравы прыклад чалавека без ноги, которого супраць яго волі выжуцілі за мяжу, ему отказывают у дапамозе, тому что ён там что-то кому-то сказал про эту допомогу. Ну, это полная фигня. Сгодитесь, это просто грёбаный стыд. Так, ну что, сябры, почитали ваши, значит, комментары. Давайте, так, Змитра, это Змитер Лукашук, я нам уже, подождите-ка. Я А, нет, все, он у нас был. Удаляем его. Давайте зараз, вот, покажу вам узнагароду от, я зрабіў ад Залужнага. Бачыце, да, там далі нейкі там медаль і написано Тацяне Мартынавай. Ну, я нічога, значит, абмяркоўваць Залужнага, украінскага героя, я его таким лічу і лічыў заўсёды. Не хочу даже вдаваться в это их справа украинская, если они так лічаць, и, значит, ну, навошта адмаўляць? Я ж не ведаю, может, яна там реально героиня, так? Героиня Украины. Ну, что тут? Если ее так оценили, это круто. Вот. И ей дякую, если она внесла в победу свой вклад. Так, ну, давайте послухаем, что яна казала про Беларусь в 22 году. Ведь реально репрессий как таковых массовых, с убийствами, с пытками, никогда же не было. То есть единичные случаи, которые, ну, были, я уже сейчас я знаю, что были с определенными людьми поступали жестко, но в основном те, кто пытался рассказать, что мы тут в протесте, мы такая оппозиция, нас тут избивают. Я сейчас про публичных некоторых. Ну, я-то знала, что это вранье. И все знали. Вы вообще, как бы, сябры, 22 год, 22, не 20. То бок вы ўвогуле разумееце, што гэты траянскі конь Мартынава кажа. То бок яна падводзіць под одну раму, ставіць знак раўно паміж массавыя рэпрэсіі, гэта равно забойства. То бок з яе рота, наколькі я там интерпретую, так, массовые репрессии это типа забойство. Забойство тысяч забитых не было. Ну, насамрэч же там реально не было же там прям тысяч забитых, как, например, было в Иране. Вот, ну, значит, калі не было тысяч забитых, так значит, и репрессий не было. Вось. Типа репрессии это значит, ну, как я уже сказал, это массовые забойства. Но мы ж все добра ведаем, что такое репрессии, что это не абавязкова забойство. Это пераслед, звальненне з працы, затрыманні, катаванні, збіццё, крымінальныя штрафы, турмы, ціск на сем'і, выжуцанне з краіны, жорсткае, ну, там, абыходжанне, адвакаты на адвакатаў, на журналістаў, на праваабаронцаў. Понимаете, про что я? И вот давайте поглядим доклад ААН. Специально его взял. Ось. 22 год, да. Ось. І було.
в период с мая 2020 года по май 2021 было задержано 37 тысяч человек. То есть, блядь, она говорит, что не было репрессий. Вы понимаете, ну, насколько просто человек, ну, вызывает у меня, ну, такую, ну, мерзотную агиду. И там это, блин, я не тот удалил этот, ну ладно, не тот я удалил. А нет, тут репрессий не было. А, это Ведь реально видос. А я удалил, да. Все, сори, сябры. Ну, вы видели, да? То есть, и мы все знаем, что репрессий было шмат. И я в 22-м годзе сядзел у турме, і людзі заязджалі за лайки, за каменты людзей. Ну, мяне асабіста не білі, і у нас на тройке, я так, ну, разумею, у нас не было таких выпадков, что там мочили прям. Но до этого на СІЗах там людзі цярпелі вельмі шмат. Вось. І жорсткавых абыходжанні, катаванні не мелі просто сістэмны характер, сістэмны. Было на системе, она же и сейчас продолжается. А и она эту фразу, она же сказала, да, единичные случаи. Она ж это сказала, ну, наўмысна. То бок яна робіць из системы, яна робіць, ну, выпадковые там, ну, колькі там выпадков там, ну, понимаете, да? И это, блин, ну, что системы не было, там было парочку, там какие-то вядомые особы там что-то рассказывают там, вось. Ну, вот. И самое страшное, да, в конце, просто хочется яшчэ поставить, но не буду. Я-то знала, что это все вранье. Все знали. То есть лидерка фракции, копіць бояцца, прадстаўніца, бля, беларусаў, да, яна кажа, што людзі, якія расказвалі пра збіццё і рэпрэсіі, яны хлусілі. І гэта ўсё, і гэта ўсе ведалі, і яна гэта ведала, і ўсе. Вось. Далей пераходзім да такога яе моманта ў жыцці, цікавага, да. Утро февраля. Яна в Украине связалась с Ильей Пономарёвым, связалась с русской оппозицией. Вось. Фотка яе і Пономарёва ёсць на прэвьюшке. Вось. І зараз она, калі у нее пытаются журналисты, вот тут Юрий Бибик с украинского телебачення, яна теперь типа отбивается, что яна не ехала на съезд до Пономарёва вот на гэтым цягніку вось зараз. Видоса нет, я вам цитирую. И я, соответственно, как кость в горле, да, им всем, понятное дело. Ну, более того, Сота это издание российское, уже привязала меня к Пономарёву, коллега, говорит она Бибику. А я и не сомневался, говорит он. Это вообще смешно. Оказывается, у Соты на меня папочка есть. Боже, какая я важная, что я, оказывается, ехала на съезд Пономарёву. Не важно, что он в конце месяца съест, да, не важно, что мы с Ильей не виделись после того, как там вот шахед прилетел тогда в их дом здесь, в Киеве. С тех пор мы не виделись. Ну, не, ну я ехала к нему на съезд, понимаете? Сота типа лучше знает. Вообще я столько про себя действительно лайна наслушалась в это время. Ну, вообще, если честно, то вообще пофиг, куда она ехала, да, к Пономарёву, не к Пономарёву, на этом конкретном паровозе, да, с которого яе сняли и сказали ехать назад. Вось. Тут пытанне ж у тым, што беларуская палітычная, прасці господі, дзеячка, якая заскачыла УКР і прадстаўляе беларусаў, рабіла і робіць разам з расійскай апазіцыйнай тусовкай. Утро февраля, Илья Пономарёв, российская вся вот эта тема. Потом размовы про узброенную российскую оппозицию, РДК, легионы, вот эти вот, русские политичные проекты на украинской территории. И что, это, блин, белорусская повестка? Это представительство белорусов?
Што яна там яшчэ кажа: "Я глядзіце, там яны калі войдуць у Менск, РДК, вы яшчэ будзеце бегаць за мной". Нешта такое, недаслоўна я кажу. Вось. Так што такой вось атрымоўваецца у яе калідорчыкі такія мутныя з этими рускімі. Ну, блин, я просто, ну, не разумею, кто ее вообще там уполномочил, от чего имени там, блядь, она с ними мутит, с этими РДК. Вот. Просто хочу вам показать, что на яе маршруте, который там был в белорусских СМИ, на ОНТ, там Гигина, появился Пономарев, утро февраля, потом это русская оппозиция, РДК, а потом Координационная рада и СИС, которые ее признали погрозой. Вось. І што яна хоча, каб ёй не задавалі пытанне. Я так і глядзіце, як яна цікава, ну не цікава, ну я бы сказал бы, што это вельмі ну, некрасиво так себе поводзіць. Я зараз поставлю вам видосик, як яна, ну я бы сказал, верещит. Есть какой-то кусок лайна, проживающий в Евросоюзе, их много. Причем часть из них на реальной службе у КГБ получает зарплату с этими псевдонимами, вот с этой едоты вот это вся. Значит, а вторая просто полезные идиоты. Им даже платить не надо. Они настолько брызжат желчью, завистью и всем остальным, что они с большим удовольствием побегут исполнять любое, абсолютно любое желание, если оно кому-то навредит. И таких много. У нас есть какой-то конченый Петрухин этот и так далее, сученые, которые выходят из СИЗО, которых просто закидывают, а дальше они вдруг становятся блогерами, знянацку, понимаете, и начинают просто во всех кидаться говном. Но здесь история какая? Сябры, я просто крышечку не разумею, что значит кидаться говном. И, ну, навошта называть меня конченым? Я, возможно, в ее глазах конченый. Вот, но это же некрасиво делать политику, называть блогера, который к ней критически относится, конченым. Вось. Татьяна Владимировна, если как бы вы хотите, мы можем с вами сустрэцца на вашем ресурсе, на моем ресурсе и поразмаўляць без образ, без кпиноў, без кпинов, сори, да. Ну, мне трудно, конечно, будет вас не кпинить, да, но давайте, вы предъявите мне то, что я там, почему я конченый, вот. А я задам вам пытанні, которые вам не задаюць Лукашукі, тот же Юрась Бібін. Я вельмі спадзяюся, што мой эфір паглядзяць украінцы. У вас шмат украінскіх гледачоў, яны не знаюць, хто вы. Я не кажу, што вы там дрэнная жанчына, там, да, но пытанняў да вас вельмі шмат, вельмі шмат. И для меня вы как бы, ну, может, вы меня, если мы с вами сустрэлись бы у размове, может быть, вы там пераканалі бы мяне, но я не думаю. Я не думаю, Татьяна, вы так паводзіце сябе и вы так размаўляеце, ну, просто я глядел там, как вы были у этой Гузеевой, ну, просто, ну, капец там, да, я просто, ну, блин, конечно, ну, ладно, не буду, потому что наболтаю лишнего, ну, гледачам будет типа по приколу, а мне потом будет за себе соромно, не хочу я, не хочу. Вось. И просто что это ж история, Татьяна, про вас, ну, не как про жанчынку, якую там не пустили ў Польшу. Это ж симптом всей системы нашей дымсілаўскай, всей. Вось. И я там думаю, что уже некоторые товарищи, магчыма, уже начали там менять бялізну. Но кто наступны? Кто будет наступны? Да. Ну как, вот смотрите,
Вот смотрите, вот просто, да, вот давайте, понятно, сейчас типа это не то, что это было такой нечаканностью, да, ну просто все уже забыли, кто такая Мартынова, и она там сядзіць у гэтай ва Ўкраіне, да, человек с працоўнай биографией ОНТ, Гигин, вся вот эта вот российская типа тоже штука вельми, ну зачем она нам, белорусам, да, непонятная там, да, размаўляе по-беларуску, вельмі нахабна себе паводзіць, да, и она оказывается унутры беларускай дэмакратычнай структуры і пытання, а кто ее туды пустил? Как она там оказалась? Как там оказалась Зарецкая, Мельникова, Азаров, Сахащик, Харисова? Это еще я не всех узгадал. Почему там столько зашквара? Почему? Кто их? Так это что же пытание? Это что же пытание? Потому што я разумею, чаму, напрыклад, яны дэмсілы не каментуюць. А что они скажут? Это если комментовать, скажут, польская держава скажет: подождите, а у нас есть вот про нее еще что, и у нас до вас пытание. А кто это у вас тут, блядь, работает? Кто это к вам сюда ездит под видом дэмсілаў? Пагроза нацыянальнай бяспецы Польши. Ну, і яна толькі першая. Я надеюсь, что у полякаў просто, ну, я так думаю, да, что сюда столько наехало агентуры, что поляки просто в шоке, и яны не могуць з гэтым адэкватна разобраться. Вось, ну, всех проверить, кто заехал у Европу. Вось, всем пытанні задать, что люди ж с системы заехали, и я не знаю там. Я не знаю, потому что этот Павел Латушка, который тут ходит таким павлином, вот, мусорками в него кидают, он там себя корчит такого типа змагара, вот, а кто он, этот, БРСМовцы вот эти вот, доволи, Артем Брухан, да блин, бля, Франик, да вообще, да вообще, а вот это ну просто, ну, мне падаецца настолькі відавочныя рэчы, што таварышы СБВ, работаем, братья. Вот. І я спадзяюся, што справа с Татьяной Мартыновой это только пачатак, только пачатак. Потому что я кажу, мне абсалютна абыякава усіх вашае жыццё, усіх. Вы мне абсалютна не цікавы. Но вы нейкім чынам захапілі не то, што меня таксама это не цікавіць, атрымоўваеце гранты, но вы ганьбіце беларускую ідэю, вы ганьбіце беларускую нацыю. Вы продажная, несумленная и, как показывает пытание АБВ, вы, у вас будут пытания, и вас нужно отсюда с нормальных краін выкидывать. Едьте к своим службам и там працуйте. Вось. Так я думаю на гэты конт. Ну что, сябры, есть у меня яшчэ навіны. Если жадаете слушать мой дребезжащий голосок, а у нас, как в Маконго, идет дождь уже 2 дня, он идет просто стеной, понимаете? Вот, а я, чтобы у меня был лучший интернет, открыл окно и немножко голосина задребезжал. Вот, у меня есть яшчэ матэрыяльчык, можем яшчэ паразмаўляць. І пакуль я не вяртаюся ў чат, хачу закликать вас. Я зрабіў себе на Фейсбуке платную подписку 5 злотых. 5 злотых. Стараюся там регулярно нешта размешаць, таму калі хтосьці з вас захоча падтрымаць незалежную беларускую журналістику, то долучайтесь. Вспомнил просто конченного блогера. Понимаете? Меня так веселит. Просто что я у человека вызываю такие эмоции. Я ведь, дарэчы, яе ніколі не абражал. Я просто ведаю, хто яна, і я показывал, хто яна. Ну, то бок, калі я там с ней сустракался, і мы там как бы асабліва не размаўлялі, но я не привык хаваць свои как бы пачуцці там или там притворяться там или говорить здравствуйте.
лидер фракции, хопіць бояться. Я просто, знаешь, это незразумелый чалавек, всеми ж немагчыма займацца, а тут яна так трапила, и мне дослали там, где этот видос яе з Бибиковым. Вось, так, сябры, ну что, читаем чат. 112 человек нас глядзіць. Дзякуй, что вы со мной. Меня это вельмі моцна бодрит. Ну, не, ну правда, мне когда обзывают, ну, мне всегда как бы, ну, весело становится, я вам шчыра кажу. Это значит, что, ну так, нормально. Это значит, что все нормально. Так, ну как в тумане. Ну мы ж не фильм, качество фигня. А, качество фигня видоса, да? Блин. Ну мы ж не фильм пришли смотреть. Не, сябры. Я, короче, с этим интернетом надо что-то делать, я понимаю. Сейчас посмотрим, как оно идет. Может быть, зараз. Так, так вы мне не написали, мы працягваем сядзець. Мы працягваем сядзець у гэтым, у эфиры. О, нормальное качество, ребята, чё, у меня тут есть этот, у меня тут есть этот, такие, а не, мутно, блин, мутно, овощ. Ну да, мутновато, сорян. Но у меня в компе показывает типа четко. Ладно, 89 человек смотрит, 60 лайков у нас как бы план, а нет, 80. Так. Лайков, 111, окей. Так, ладно, сябры, давайте почитаем. Нормальная якость, так и есть, она просто тупо вела, а так это мы уже читали. Помню ваши стримы. Так, кто осел, там, вот, все, нашел. Дайте ссыль, где она, Мартынова, получила награду. Так, слухайте, у меня, так, мне это дослали на каком-то скрине. Блин, сябры, по-моему, в моем телеграм-канале в комментариях было. Подписывайтесь, до речі, на телеграм-канал «Народный репортер». Ось я там тоже стараюсь шевелиться, навожу иногда, когда бывает в ударе нежных чувств, то я там нормальный движ навожу и на Фейсбуке, и на Телеграме. Так, в Гугле немає информации про узнагародження. Блин, вы знаете, мне как-то сразу прислали, я понял, мне как-то сразу прислали, я поищу, хорошо, если что. Так, Мартынова угроза для Польши и КС. Теперь еще больше вопросов появилось к КС. Это логово агентов режима Беларуси. Я с вами согласен полностью. Сидим дальше. Окей, норма качества. Продолжаем. Добрая якорь. Ага, Микола, здоров. Да, все добре з інтернетом. Окей, так, чому політв'язні разом не зроблять петицію об тим, як їх использовали? Карацей, глядите. Сябры, што тычыцца палітвязняў? Палітвязні гэта ўразлівая група. Яны, я па сябе вам скажу, яны прыходзяць з цюрагі, галава шатаецца. Ось, у каго са здароўем каго са здароўем плохо, яны хочуць, каб ім там эти зубы... Все как у лукашистов. Типа, если я буду задавать пытанне, все, мне, карацей, не зробяць мне медыцыну. Так ёсць. И гэта, я вам скажу, насамрэч, ну, страшно, понимаете? Потому что, блядь, за что мы вообще змагались? Чтобы вот так вот тут прийти, и никакой нет системы взаимопомощи, то есть кому там повезло. Вот памятаете, у меня был в гостях Виталик Бондарук. Вот это просто яскравы прыклад того, я за него насамрэч вельмі рад. Яскравы прыклад того, что ему просто подфартило. То ли яго з кімсьці пераблыталі, да? Но он у меня в эфиры казаў, что ён достал 10 тысяч долларов. Понимаете, да? И сам был в шоке. Сам был в шоке. То ли потому, что это... Ну, эта партия была, которых выкинули 11 сентября. Там, где был дедок. Вот. И, конечно, ну, возникает пытание, подождите, а почему ему 10, а ему 300? Да, ну, например. Или там или 1000. Я к чему и его привожу, потому что он как бы, ну, неизвестный солдат. Он хороший хлопец, но он, ну, неизвестный солдат. То есть, как вот, например, не это. Вот. И поэтому люди боятся, не хотят, думают, блин. А из іншага боку, а некоторые мне говорят, что они боятся, что их латушка отправят там в Беларусь. Вы представляете? То есть люди, я не знаю, такое может быть, не может быть.
в силах это Улатув кого-то отправить. Ну, реально, если люди так боятся, может быть, реально он может кого-то повлиять, потому что, да, потому что мне непонятно, бля, вообще непонятно, как его. Мне только понятно, что он там был типа амбассадором раньше, да, и поэтому у него тут есть связи. Но, бля, ну так у нас же поменялся, типа, мы ж тут же не лукашенковский режим заехал, где он работал, а совсем другой. Как, почему у него к нему нет вопросов? Вот, и то же самое же интересно финансирование. Вы же поймите, что, блядь, содержать вот эту вот ораву, его, эту Юлю горячую, вот эту всю шоблу, это, ну, они ж не 1000 в месяц получают, ну, я так думаю, потому что на 1000 не проживешь в Варшаве там. Я имею под увагой, на 1000 не проживешь, такие люди не проживут, которые, блядь, такие инстаграмы себе лохматят, да, вот, с яхтами, со сдачей на права, с этими, где они там жрут эту паэлью в Мексике. Ну, за 1000 так не сделаешь, понятно. Ну, вот мне, конечно, да, у меня тут, я за 500 живу, короче, и нормалек. И дякую вам, что вы мне допомагаете, донатите, потому что житло, вот я апошні, ну, апошні час, житло, с 300 евро я оплачиваю только с Ютуба. Мне приходит чек с Ютуба, я цалком оплачиваю с этим, так что дякую вам великим. Так, ну что, так, мы все прочитали, сябры. Што хацеў яшчэ вам сказаць, ну, з нагоды этого вышел закон. Так, ребята, вдумайтесь, сколько вреда нанесла. О, вот еще комменты пришли. Ребята, дякую за то, что рекламуете эфир. Василина, убийцу и садиста называть Саша, это перебор или нет? А кто назвал его Саша? Я что ли? Ну, Махшима, ну, это, сябры, я знаю, кто он, я знаю, что это страшный человек, но я ж не могу весь час называть там его так, как вы хочете. Тем более, что у нас же воспитанные люди, мы ж не Мартыновал. Правильно? Ребята, задумайтесь, сколько вреда нанесла белорусам Тихановская в Литве, сейчас она в Польше, страшно подумать, сколько она принесет вреда здесь. Блин, я просто думаю, что самое страшное, вот я, памятаете, вчера ставил комментарий там женщина одной, которая говорит, приехала и в лагере жила. Мне вот просто такие люди, особенно у кого там, знаете, кто один, ну, женщина, когда мужа нету, бля, это вообще капец. И как они тут? И эти вот, ну, люди, которые, ну, в годах, я вообще, мне поверить на такое, ну, это реально, вот так вот смотришь, и как это все было плохо, и люди поверили, и так, блин, влетели на свою жизнь, да. Я вот сегодня, я на польский хожу, да, до рэчы, вельмі хорошая у меня наставница, полька этнічная. Вось, и там есть белоруска. И у нас сегодня была тема подорожжя, да, и вот белоруска говорит, я собираюсь ехать домой на Урлоп. А у меня вот слезы чуть не потекли, блин, понимаете, да? Ну, хаця з іншага боку, я как бы крышачку іншы, чым іншыя людзі ў тым плане, што я был блогером, і я все рабіў свядома, понимаете, то бок я б так бы меня. Хотя, ведаеце, хотя если б не было гэтага ну, вэрхала, не было б гэтага кіпіша, магчыма б мяне і не посадили. Потому что я законы не порушал, я показывал, как менты, чиновники порушают законодавство. Вот. А ўжо калі пачалася веселуха, я там поддал газу. Там выказывался по жести, конечно, супраць милиции, там, ну, и за гэта яны подтянули мяне. Я не скажу, что я шкадую, но моманты ёсць у мяне, ну, такие уже асабістыя, ведаеце, асабістыя моманты ёсць. Но, ў прынцыпе, я зрабіў всё правильно, и я чалавекам застался, чалавекам, спадзяюся, и помру, когда что на чужой земле. Так, ребята, кому безопасно, лайк поставьте, надо 20 штучек. Уже 22, да. Так, Брухан говорил, тех, кто не проголосует за КС, депортируют, пусть не обижаются. Ну, Брухан вообще, это тоже, это, блин, наглый, блин, чинушка молодой. Вот, блядь, откуда он взялся? Откуда он взялся? Он сказал, что он появился
в 21 году, ой, в 21-м, когда сразу как Романа Бондаренко, этот был ужасный случай, он сразу приехал. А мне тут люди скидывают, что нет, тут нету его, он появился только через год. Вот. Там они, блядь, да вообще, я вам так скажу, что вы ж поймите, что да, ну, в смысле, я уже это говорил и не раз. Если ты прозрел, если ты обудился, ну окей. Ну, вось прыклад гэты Валер Талершик, да, пабыў з німі, і где он зараз? Я з ним размаўляў. Просто зарабляе, ну, зарабляе, кажу, просто жыве, нейкая праца ў яго ёсць. Мы там у перерыве з ім паразмаўлялі дзесьці там паўгады таму. Да, ну вось чалавек. Ну, вось ён прозрел. Ну, посмотрел, что все гэтые мусора, которые были побач, лайно, і сышоў. Ну, я так разумею ягоную гісторыю і то, што я бачу. І то, што я бачу. Не захацеў падпісваць с НДА, с этим, с Азаровым. А Азаров это же вообще, ну просто это просто гамон. Это губази, который сбивал людей, которые в Украину шли воевать с 14 года. Короче, и, блядь, который план короче, ну его нафиг, что за опять. Так, у Саши руки чисты, поэтому... про Мартынова вы кажете. И танки. Да, наша говорила там, что этот Тертель за незалежную Беларусь какой-то типа степени. Ни о чем не пожалели, все потеряли, все начинаем заново. Ну, бедайте, я вам скажу, что не все ни о чем не пожалели, потому что людям, ну вот просто, видите, даже вот так вот посмотреть, кто-то едет домой там, да, все, он тут живет себе, учит язык, хочет остаться, польский, да, и ездит домой, как бы, и ему как бы нормально, да, сколько людей не может поехать домой или поехать и там в тюрьму присесть. Привет. Так, Тихановская делает вид, что ее проблемы политвязня, что ее проблемы политвязням не касаются. Кто потерял все, свободен на все 100. Ну, как бы да, как бы да. Виниловый так. Режим создал много белорусов, которые свободны на все 100, и это его погубит. Ну, не знаю, не знаю, сябры. Хочу вам показать зараз одну рэч, или может на пасашок оставить. Давайте на пасашок, наверное. А сейчас поговорим про этот закон, который вышел зараз, миграционный пакет. Вот. Мне просто насамрэч цікавіць таксама ваше меркаванне. Вось. Потому что, ну вот я гляжу, ну я живу у Польши, да, у Польши, і я у немцах был, і бачыў там вельмі шмат людзей ну я не ведаю, это либо Марокко, ну карацей, мусульман з усходніх краін. Вось. Іх там вельмі шмат. На што я звярнуў увагу, што іх там больш, чым немцаў, напрыклад, было ў краме. Вось немцы там яны ходзяць, значыць, у працоўных, значыць, вопратке, а те проста шпацыруюць. Это вось мне кінулася ў вочы ў гэтым маленькім гарадке. И вы все бачили, да, как недавно алжирец в Северной Ирландии хотел отрезать голову коренному жителю, там вспыхнули беспорядки, вот. И мне вот реально, да, непонятно, как европейские политики, которые, ну, они же умные, да, как они до такого состояния довели свои страны. Вот в Польше, слава богу, да, ситуация значно лепее, да. Но опять же, я не могу там это говорить так авторитетно, но как мне кажется, да, потому что я чую везде с большего польскую речь, либо русскую речь, потому что много украинцев во Вроцлаве. Вот. И, в принципе, людей явно неславянской внешности не очень много. Ну, то есть преобладание, значит, коллеги мои там ездят, африканцы, я там все, how are you, там, very well, вот, они по-английски размовляют. Вот. И как они вот, ну, сделали такое, вот то же самое недавно во Франции были какие-то беспорядки, что людей, которые приехали, ну, типа, им предоставляли убежище, да, ну, то есть их типа спасали, и они приехали в другие страны,
и забили на эти страны, которые их приняли, оказали помощь, огромный болт, живут в параллельной реальности, не ассимилируются. Это-то ладно, понятно. Ну, типа, ну, мы не хотим ассимилироваться, но а почему власти этих стран вели себя подобным образом? То есть, если ты не хочешь, ну, разговаривать на польском, ну, на польском, да, ты не устроишься там, как бы у тебя проблемы с работой будут, так вообще тогда едь отсюда, да? Если ты представляешь угрозу, вот тоже недавно было, да, украинцу, который в Польше был, выпивший за рулем, было одно наказание, а колумбийцу и еще какому-то латиносу, ну, пробачьте, что я говорю латиносу, ничего плохого в это не вкладываю, потому что мне нравится это слово латинос, да, им дали значно меньше. Это тоже дискриминация, за одно и то же как бы нарушение, ну, вот непонятно, да, это вот в Польше было. И, блин, и так вот реально там этот президент Испании Санчес выдал там, короче, документы 500 тысяч мигрантов с Марокко, с Африки. Вы поймите, я ничего не имею против людей, против там другого цвета кожи, но которые там спасаются от чего-то, которые приезжают в другую страну и ассимилируются, вливаются в это общество. Они делают там свои законы, и потом, блядь, местные жители в шоке, и они, ну, офигеют. Что теперь? Хороший видел такой ролик, там идет такой, значит, по Англии, это штучная интеллигенция зарабила, сходний человек, типа с таким мечом с кривым, к нему подходит полицейский и говорит, что вы тут делаете? Он говорит, я пришел завоевывать эту страну. И идет, значит, типа король Артур такой, ну, сакс такой здоровый. Он говорит, а вы куда идете? Он говорит, я иду оборонять свою родину. А они берут его, полицейские прибежали и крутят. Очень как бы точно отображает, как бы, ну, на мой взгляд, смысл, потому что делается с Европой и что с ней будет, потому что когда приезжают люди совершенно другой цивилизации, приезжают далеко там не лучшие, а просто, бля, которые никакие правила им европейские они там не ценят, не любят и не могут влиться, работать не хотят, грантов им не дают, вот. И сейчас этот удар принимает там Италия, Греция, да, иммигрантские. Они сейчас типа на Польшу и говорят типа, что нужно помочь, быть солидарными с, значит, теми странами Евросоюза, ну, поляки, я вот просто вижу, смотрю польских блогеров, они вообще против, поляки против этого, и они воспринимают вот эту вот типа тему от Бельгии, что там будет Брюссель это все распределять, вообще в штыки. Они понимают, что, ну, это разрушает их, ну, громадство, и они правильно боятся. Вот, то есть, ну, я как бы полностью поддерживаю это, потому что вот смотрите, ну, например, то, что в Польшу выехало много украинцев, да, это как бы, ну, тоже сыграло нормально для них, они этот удар как бы э, взяли на себя, но тут же что хорошо, что это люди похожей культуры, похожего языка, ну и похожих традиций, обычаев, да, и восприятия мира, да, и ценности как бы, да, ну, у нас же одни как бы ценности, что у славян там, да, очень похожие. Вот. А если к ним сюда как бы начнут, ну, короче, поляки недовольны. Ехал там, учи мову, работай, ну и все, а не хочешь, все. И власти, ну, на мой взгляд, должны это, блин, контролировать, а не то, что... Так сейчас же и власти не смогут, блядь, это контролировать. Их же будет так много. Где-то я читал, что арабская матка, да, завоюет мир. Они рожают детей, рожают, живут своими, значит, общинами, сидят на азюле там или на чем, ну и все. И все чики-бамбони. Качество отличное. Сябры, что думаете по поводу этой? Там же я видел, как там эти люди тоже. Я еще раз повторяю, вы не подумайте, что я типа там какой-то нацист или расист. Я просто как бы
Да если так вот в Беларуси представить, да, которую, помните, Караево там в сарае пели песни? Ну, и что, они сейчас заменяют там белорусов на них? Они там, ну, я к примеру говорю, да, нарожают там детей, у них другая культура, у них ислам, у них другое отношение совсем к человечему жыццю, каштоўнасцям европейским. Бля, вообще непонятно. Вообще непонятно. Вот. Вот. Так, ладно. Тихановское дело. Так, давайте почитаем чат. Ну, тут немножко написали, но что-то Люцифер разошелся. Так, режим плодит врагов. Ставим подобайки, ширим эфир. Дякую, великий. Я тоже этого никогда не пойму. Когда угрожают твою собственному народу и пытаются навязывать свои устои, это ненормально, и это необходимо пресекать. Абсолютная толерантная смерть. Но я вот тоже как бы про это как бы думаю, да. Представьте, там взяли человеку там голову начал отрезать. Это же понятно, что там всякое бывает. Мог бы и это ирландец сделать, но это же делал не ирландец. Ну. И власти, они их будет столько много, что они просто не справятся. Вот. Так, Сергей, как зовут наставницу по польской мове и як трапіць менавіта да яе? Карацей, я оставлю, значит, у меня есть в некоторых эфирах ссылки на эту школу, пан Тадеуш, а ее зовут пани Марта. Марта, фамилия на букву Ф. Давайте вы мне напишите в личку в Телеграм, и я вам дам контакты и скажу, как точно ее зовут. Мой Телеграм написан в описании, окей? Вот. Да, треба вучить польскую, и она очень классно учит, она хороший преподаватель, и она работает в кайф. Никаких нет левых разговоров, все приходит, работает, ну, вообще классно. И то, что она вот полька, это, ну, как для меня, это вообще как бы клево, потому что, ну, она все знает, вообще все. И интересные у нее уроки идут. Вот, и как-то вот, ну, меня она мотивирует, потому что, ну, блин, хочется, да я и как сам люблю учиться. Меркель поэтому, да, и Меркель посодействовала. Так, и как дико слушать из Канады про нетолерантность. Да, в Канаде я тоже там слышал, там большие проблемы, ну, в смысле проблемы, там очень много иммигрантов, да, блин. И там что-то я смотрел недавно, оксидант по интернету, что там типа, что их там чуть ли не больше, чем канадцев. Вот что-то такое там я смотрел. Ну, такой, ну это, блин, я имею в виду их, это представители другой конфессии мусульман. Вот это я имел в виду. Потому что если там белорусы или украинцы, или там, ну, европейцы, это одно. А вот это как бы совсем другое. Я просто служил с ними в армии, и я как бы, я понимаю, что это были молодые люди, вот, и что я не могу поэтому нацию судить, но они совсем другие, чем белорусы и украинцы. Совсем другие. У них совсем другие мозги, и они как бы... Я вам так скажу, я никогда не имею дела с азиатами. Никогда вообще. То есть я ничего плохого не могу про них, ну, никогда не говорю, но если там есть какие-нибудь такие варианты, что-то давай, я просто, ну, не хочу вообще никаких дел иметь, никаких контактов. Это, наверное, плохо, но я зато как бы, ну, себя огораживаю от неприятных эмоций. Я с армии запомнил, что я не хочу. Вот, все, у них другая культура, вот все. Михаил Веллер — это, по-моему, писатель, да, поэт еврейский, правильно? Михаил Веллер, он уже такой старенький, на русском языке он разговаривает. У него есть книжки Михаил Веллер, да, по-моему, это он. А я его читал что-то. Я знаю, что он, есть у него YouTube канал, ну, можно. Если вам не трудно, скиньте мне ссылочку. То, что вы уже слушали, чтобы я не искал, то, что вы считаете, что это... Нации не существует. Страна эмигрантов. Великое спасибо за убежище. Вы имеете в виду, что это вообще как и Штаты? Ну, потому что я правда, я про Канаду не знаю. Я знаю, там мой друг один поехал с Бреста, фотограф.
В Германии каждый день происходит 25 ножевых нападений и 2 групповых изнасилования. Каждый день это факт. Нифига себе. Да, я просто памятую, як показывали про Германию, как там, восточные эти люди приставали к женщинам, а немцы их там не могли защитить. Ну, короче, такой трешак, да. Уровень ксенофобии, уровень, низкой культуры. Ну, я спадзяюся, что я все ж таки не ксенофоб. Я абсолютно не ксенофоб. І я кажу, што калі людзі прыехалі, шукаючы прыбежышча і лепшага жыцця, і калі яны вливаются в грамадства, ну, какие да іх пытанні могуць быць? Сергей, остался большой вопрос к Тихановским. Кто дал деньги, которые нашли за диваном на даче? В 2020 году мы этому не верили, а сегодня все понимают, что это могла быть правда. В общем, смотрите, Гагин Сулейман, что я думаю по этому поводу. Когда нашли эти деньги, я сидел, по-моему, в тюрьме. Или меня быстро посадили. Я просто знаю точно, в смысле, как точно, знаю информацию, что к нему эта бригада приезжала 3 раза, и про это писали в прессе, что приезжали до его 3 разы, и только на третий день, на третий раз, сори, на третий раз у один день знайшлі гэтыя грошы. Вот это я как бы ведаю. Вот. І што тычыцца ввогуле грошаў, я думаю, что ён был профінансаваны, это мои здагадкі. Не вижу в этом как бы чаго, ну, за что можно сажать, да. Ну, я вось сказал у эфиры про Кабанова, что людям, которым дали вялікія тэрміны, по моему разуменню, у іх знайшлі грошы альбо даляры, альбо там яшчэ нейкія грошы ў пачках, да, і таму ім далі по 10, там 15 лет. Вот мне, Кабанову, там и еще одному челу, которого я ведаю, дали 3 гады, потому что у нас грошаў не было. Вось. І не факт, конечно, что я бы у Тихановскага не взял бы грошы, калі б ён мне дал. Не факт. Шчыра вам кажу, потому что, ну, ну, так вось Бог уберег. Потому что, ну, за грошы нельга сажаць. То, что тебе дали грошы, тебе даваць. Но для них, я так разумею, гэта был такі трыгер, і яны гэта рабілі. То бок грошы, о, все. Так, или вы хотите сказать, что белорусский ОМОН не звери, и разве они представители белорусов? Это вы, подождите, это вы у меня спрашиваете? Я считаю, я про ОМОН и вообще про милицию всегда придерживаюсь одного и того же мнения последовательно. Вот. И я считаю, что ОМОН я считаю, что это, ну, не люди. Вот, и я всегда это говорил. Ну, просто что в последнее время я перестал это как бы об этом все время, ну, зачем? Ну, смысл какой? Вот. ОМОН — это страшные люди, и менты страшные люди, и вообще у нас там, блин, больная тема, больное громадство, потому что половина хочет жить вот как эти вот грандососы, да, ничего не делать, а у нас так хотят жить менты, быть так вот. Менты и все эти, там целая шобла непонятных людей. В Канаде англикашки, французы и немного немцев. У Амапе таксама людзі Ну, магчыма, Я просто неаднакратна казаў, я людзей там не сустракаў. Не сустракаў. Сустракаў міліцыянтаў, которых посадили за протесты, да, там вось был один хороший хлопец. Ну и на тройке там у меня так склаліся адносіны з ампарорам, што ён паказаў, што ён трымае слова. За гэта ён мне, безумоўна, ну, спадабаўся, таму што чалавек, што сказаў, то рабіў. Вось і такіх людзей я как бы, ну, заўсёды у меня выклікаюць павагу. Вось. А што тычыцца, если б, напрыклад, была какая-нибудь там бойка са зброяй, ну, я маю пад увагу, потому што он такой здоровый, я ему нічога не зараблю, а если б там трэба было і страляць, то я б не думал бы. А может и нет. Ну, зараз просто оно так адходзіць пасля турмы, потому што калі ў турме,
Тады там думаешь: "Ух, блин". Особливо, когда я сидел в ШИЗО, думал, был бы там автомат какой-нибудь, просто развалил бы там их всех, и пусть бы меня забили бы. Ну, такой отчай был. Моментами. Глядзіў, на што зашлі грошы. Ну, не знаю я, не знаю. Про эти грошы это тайна. Надо у Сярожы спрашивать, но он же не скажа, ён же не хоча. Ён же недзе прапаў, атрымаў гэтыя правы. Ксенафобія это да, сябры, я нічога не хачу распальваць. Я задаю пытанне абсалютна, на мой погляд, нармальнае і легальнае. І задаю, мне так падаецца, в прымальнай форме. Просто мне как бы, ну, неприемно, что такие слова как бы уживаете, что, ну, что типа я как бы какую-то распаливаю ворожесть. Нет, я до всех людей ставлюся нормально, но не до злочинцев, вот и все. Что сделала Тихановская? Говорит привет. Так, ничего. Так, деньги у Тихановского стопудово его. Он сам говорил, что каждый день ему донатили по $6000. Ну, скажи, когда в Брест поедем. Ну ты даешь, блин. Да я б давно уже поехал бы, если честно. Но, будем тут. Я буду тут. И тут я думаю, что помру, если украинцы, слава Украине, не перемогут. Так, ну что, сябры, давайте будем закругляться, и на пасашок я вам выдам, як звычайно, знаете, бывает в нормальных программулинах. Покажу вам, убачыў пост у соцсетках, у Фейсбуке. Я думаю, что покуль меня гэты человек не забанил, но думаю, что забанит. Смотрите, Валер Ковалевский, значит, сын там у него, блин, не вижу, сейчас я закину себе в эту. Я просто тогда прочитал, да, и забыл. Сейчас там сын что-то у него закончил, да, некий там, блин, сейчас, сори. Так, что тут? Галоўная для мяне падзея падчас паездкі ў Вашынгтон, цырымонія атрымання дыплома аб заканчэнні школы Янам, сынам. Атрымалася ўзнёсла і кранальна. За гэты час Ян навучаўся ў 5 школах, у тым ліку двойчы ў міжнародных, у Вашынгтоне і ў Найробі. Шлях атрымаўся пракручысты, вынік годны. Наступны крок універсітэцкая адукацыя. Ізноў у Вашынгтоне. На выходных скарысталіся рэдкай магчымасцю правесці час разам і заняцца сваімі улюбёнымі справамі. Ось я, напрыклад, разумею, да, как вось людзі да гэтага ставяцца, да, что этот чел жил в Беларуси, як кот катаўся ў масле, прадстаўляў Лукашэнку, да. Зараз ён паехаў, жыве за мяжой. И он там был у Дымсилах, ездит с этими Оля Горбунова, кто там, Колесниковая сестра. Вось. А зараз послухайте, у него, значит, спросили. Там гэта не доход, гэта сродкі на ажыццяўленне нашай аперацыйнай дзейнасці, але у нас не бізнес-структура. Ну і апошняе. Понимаете, что мы бачим, да? Какой-то, ну, вот реально пиздец, да? То ён же хороший батька, ён же своему сыну как бы зрабіў все, что мог. Цікава толькі вось за чый как бы кошт, дзе ён робіць, за што ему даюць грошы. И я думаю, что вот это АБВ или там іншие какие службы, ну вот кто он, блядь? Мама, подружка там этого Путина, ну Путина не ведаю, Машенского, и там в белорусской теме они по самые в уши, да? И все, а он все, сын, у него и там учился, и там сын у него учился, да? А тут я знаю женщину, которая с дочкой живи, она там, блядь, шьет каждый день там, блин, чтобы обшить, заработать там каких-то там денег, да, чтобы там дочка в школу пошла в такую простую, да, а у чувака как бы где, за что ты живешь?
Это важно в контексте того, что ты политичный деяч. Если бы ты был просто Валерой Ковалевским, вообще пофиг на тебя. Пофиг там, вообще ты не интересен, но ты был в повестке, ты, блядь, с этим паспортом там сопляк. Ты там этими политвязнями занимаешься. Тебе кто-то, кто тебе, вот смотрите, кто его завел в кабинеты, да, где ему на этот, блядь, евроатлантический, значит, союз дают деньги. Кто ему дает? В каких целях ему дают столько денег, чтобы его сын, блядь, в Вашингтоне учился и в 2-5 школах? Ну, вы понимаете, я против ничего не имею там его, этого сына и его лично, да. Мне просто вот интересно. И это показатель, так что мы строим, когда вот у нас такие эти. И там его там поздравляют, блядь, эти драгохрусты, всякие эти хмыри там с этой, журналисты. Бля, я вообще офигею. Вот как? Вот как на это смотреть людям, которые тут просто, блядь, выживают, а у многих дела обстоят именно так. Вот, ну что, сябры, вот этим я хотел вас как бы порадовать, что если вам плохо, да, помните, что есть Валера Ковалевский, бывший представитель Лукашенко, белорус, а потом он был нашим представителем, и у него все хорошо. Если у нас что-то плохо, то есть же люди, у которых что-то как бы нормально, да, нормально, хорошо, живут они. Вот. Но на самом рэч я как бы всегда думаю, что есть какая-то карма, і нічога яму не зычу дрэннага, но просто мне, блин, прыкра и мерзко, блин, за таких вот дзеячоў. И он же такой не один. И еще, понимаете, что самое тоже такое неприемное, что хватает у него, блядь, ума вот эти фотки выставлять, понимаете? Вот это тоже, блядь, безголовый. Безголовый или тупой он, бля. Хотя он не тупой. Че он тупой для дипломата? Но нехорошо это. Так, сябры, ладно. Давайте последний заход в чат и оксидант. Так. Так, мать Тихановского подтвердила, что деньги найдены это Сергея. Ну, вы знаете, там, не знаю, мне трудно сказать. То есть, если вы хотите сказать, чтобы я подтвердил ваши слова, ну, как бы я бы с удовольствием, но у меня такой уверенности нет, я просто не знаю. Я просто знаю, что, скорее всего, что и... Блин, не, я не знаю. Я просто думаю, что, скорее всего, что его финансировали. И не на донаты. Так, Оксана Миронов, который ДДТ тащил на мероприятие Северинца. Ну да, и вот и он там написал, что э, поздравляет там его. Ну, тоже непонятно. Сергей, не отключайтесь, пока 10 лайков не добавят. Тут у меня показывает 13, а вот сейчас. А сябры, я уже как бы все сказал. Все сказал. Так, она говорит, привет, карма душу греет. Ставим подобайки, ширим эфир. 9 лайков, они расслабились. Сергей, вы в начале стрима хотели затронуть украинскую тему. Так это и была украинская тема с наградой, с тем, что чувиха в Украине. Я не знаю, зачем там нужен Пономарев, наверное, с этим, с РДК. Ну, украинцы вообще молодцы в том плане, что они используют все возможное для своей победы. И это абсолютно правильно. Есть там это Мартынова, есть там этот Пономарев, РДК, все, они все используют, главное им победить любой ценой, это абсолютно правильно, я украинцам желаю победы, вот, и нужна им Мартынова для победы, пускай ее используют, награждают, вот, но вопросы это перед белорусами не снимает. Вот, так, осталось 7 лайков. Посиди, может, сейчас, секундочку, я сейчас что-нибудь еще. Про этого я говорил, про Иванова, что он приехал. Вот, и сделали, короче, по Харрисовой офис сделал какое-то там заявление. Да, и ладно, не буду говорить, потому что что-то у меня уже голова закрученная, боюсь там помылиться. Нет, Сергей, мы должны помнить, что есть и остались люди, и пока ты вещаешь, не все потеряно в жизни. Как бы нам не было тяжело. Ну, поставьте
люди, вы лучшие, есть 6 штучек еще. Ну, кстати, да, вот прикольно, что Николе у нас, ну, я не насобирал. Я вначале вообще офигел, ставил сотку. Так, кстати, когда была сотка, по-моему, где-то один раз было 60 или 70. Ну, тогда был какой-то удивительный эфир. Вот, не знаю, не знаю, не знаю. Так. Да, что вы думаете, сябры, с этим, который с лейковитом был? Потому что, знаете, это такая, получается, чувак пришел ко мне, да, поговорил со мной, и сейчас у него как бы проблемы там. И я не знаю, может быть, ему могли, знаете, могли и так ему не показать, да, не помочь, сори. Ему могли и так не помочь, и тут так подвернулось, что он ко мне пришел, и ему это написали. Вот, Марчук вот этот вот, мой Марчук, Саша, извини, Кравчук, Саня. Вот. Ну, они, это просто, по-моему, ну, такое нахабство, что просто капец. Они распределяют чужие деньги, и это ж они приняли это. Они хотят пресечь эту тему, показать, я так думаю, да. Смотрите, если вы будете несчастные там эти, блин, а куда что я ее брал? Эти политзаключенные, если вы будете, значит, заниматься вот этим, мы вас просто будем убирать с программ, и все, понимаете, да? Вот вы говорили, почему политзаключенные не могут. Там мне еще одна девушка, вот жена такая хорошая, за мужа топит там, короче, ходила там, все с ним разбиралась, мне разговоры присылала, тоже там у них по зубам. Вот у нас уже есть четверо. Ось, и я закликаю всех тех, кто, значит, еще в такой ситуации, давайте, потому что э, в этом международном фонде там Линдеман, на букву «Б» ее зовут. Если мы там пробьем, и они просто посмотрят и зададут им вопросы, послушайте, вы что там офигели? Они же просто этого не знают. Они ж не знают, они, видите, они сразу выгнали этого дикпика, выгнали сразу, ну не сразу, но быстро, потому что они видят, что нифига себе, столько у людей к ним вопросов тьмяные. А у них вообще, я говорю, что вот эти справоздачи Стрижака это вообще классика, классика жанра. Ничего не расписано, ничего не понятно. То есть понятно, что вот эти деньги, вот эти, подожди, расходы на офис, а что в них входит, расходы на офис? И там очень много моментов, да. И с этим как бы я все помню про него очень хорошо, я по нему там поработал, марафон солидарности, вот, который тоже ушел в неизвестном направлении, хотя говорили, что какие-то там деньги шли там в Беларусь, вот, но там они вот говорили, мы там все передали, там эти были всякие типа честные журналисты пришли. Да, они все передали в фонды. Вот в фонды все пришло. А дальше вот в этих фондах все теряется, потому что у них нет справоздач, понимаете? А вообще с марафона деньги, да, они все отправили по фондам. А как с ними фонды распорядились этими грошима, все это типа тайна, бля. Какая тайна? Типа кто-то у них, они же, видите, они все время включают дурочку, что типа вы хотите личные данные, там, какие личные данные? Для того даже, чтобы вы сделали справоздачу без всяких фамилий, да, прозвищев, вам и то нужно поработать. Ну вот, напишите 1, 2, 3, 4, Беларусь там, да, или там Польша, куда, что пошло, 200, без всяких имен. Но это что же нужно сделать? Но они же этого не могут сделать, потому что из-за этого, если у них будет эти документы, из-за этого можно подтянуть и спросить, а где на... Ну, вы понимаете, про что я говорю. То есть, создавая любой документ, если ты хочешь намутить, ты рискуешь. И вот и все. И они даже и этого не робят. И то, что там Светлана говорит, мы там направляем, вот опошние разы, она говорила, мы направляем там типа много в середину Беларуси. Я вам скажу, что никто сейчас в середине Беларуси от них не возьмет. Это нужно быть таким отчаюгой, чтобы взять гэтые гроши, да? Ну вот поставьте себя на место, вот под угрозой тюрьмы. Сколько вы бы взяли денег? 300 евро? Ну нет, да. 1000? Ну нет. 5?
Если у вас ребенок, семья, так зачем? Зачем? Если потом придут и эти стрижаки сдадут вас. Когда, ну, случайно, ну или не случайно, а в смысле, возможно, вас. Там же у Бэйхелпа тоже была какая-то оксидант, дякую за донат. Там же тоже была у них какая-то слив. Везде, 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 везде. Поэтому я думаю, что это хорошая и агентура, и возможно, что к ним тоже придут АБВ. Вот, я вам скажу честно, если бы я знал, что тут есть такой человек в моей досягаемости, да, я бы пошел бы в АБВ без всяких проблем. Если бы это был КГБшник или какой-нибудь конченый мусор, я бы пошел бы, потому что я считаю это своим долгом. Просто долгом. И я не думаю, что у этой ситуации я был бы неким там, робил бы некий там неблаговидный поступок. Нет, это мой долг. Я лишу это своим долгом. Так, ну что, сябры, будем развитываться, да? Давайте еще чуть, потому что мы уже просто висим, хотя нас 135 человек, мы просто висим. Получается, молчи и получишь помощь. Лукаши, да, да, в том-то и дело. Так, пока есть Сергей со своим каналом, у нас есть надежда, что мы не одиноки. Мне это вельмі прыемна слухаць, но згадзіцеся, что не кажите, да, а все ж таки, ну, маловато нас в плане, ну, в таком, да. Гэта цудоўна, што ёсць такая аўдыторыя і 120 130 гледашоў зараз гэта цудоўна. Вось. Ну ж самі панимаеце, да, што вот вось, напрыклад, да, я там калі-некалі гляжу піўныя аналітыкі, да, 600 чалавек, да, глядзіць. Потым каго там тую ж сёння мы пра яго казалі Мартынаву таксама там глядзіць там шмат чалавек. Ну а з іншага боку вось Белсат бывает мало глядзіць людзей, потом этот Еврорадыё, Кныровіча шмат глядзіць людзей у прамым эфіры. Так што кому что. Ну да, так надо, чтобы была некая альтернатива, что коли хочешь, там зашел, послухал, там типа с однодумцами потусил. Ну чуть-чуть, ребята, все, 60 есть. Сябры, дякуй. Прикольно. Так, еще висим минутку, потому что, ведаеце, калі там яны бывают, абрынаюцца гэтыя, то ли мало там, типа поставил, через 3 секунды вышел, и тады ён таксама знікае. Что-то я такое чуў. Так, ну что, сябры, дзякуй вам вялікі, уже 60, ура. Так, давайте еще один лайк всем, кто ура, 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 сябры, вы лепшие. Да, сегодня, да, не 72 человека боятся поставить лайк, але упарта сидеть на канале. Ну, сябры, ну, калі хто рызыкует, конечно, не трэба. Петрухинцы, вы лепшие глядаши, оксидами, а так подходит название. Так, каля офіса грошы, люди цягнуцца да грошей. Чаму пайшлі за нікому вядомым бабарыкай? Таму што грошы. Ну, думаю, да. За ім былі грошы, а грошы гэта сіла. І шкада, што ў нашым сучасным свеце грошы замянілі людзям все. Я вось зараз агучваю кніжку, заўтра іду працягваць, я вам, сябры, казаў, на гэтым зараз будзем сканчаць. Вот. Про беларусаў Сергей Песецкі, каханак вялікай мядведзіцы. І там мне так запала в душу, там такие добрые диалоги, и там контрабандисты приходят за одного хлопца, кажут, ну, типа, надо, чтобы гэты человек, за яким гонится полиция, каб ён у тебе пожил. А гэты хлопец кажа этому отцу семейства, главе семейства, которому 60 год, у меня есть гроши, я вам заплачу. А ён кажа, что а мне грошы, я за імі не ганюсь. Ты, кажа, малады, тебе прыдадуцца, астаў сябе. Калі чалавек хорошы, я ўсё бясплатна зраблю. А калі чалавек гаўно, ён хоць залатой будзе, я с ним как бы не буду нічога мець агульнага. І мне так вось чамусьці гэта запала, вроде бы такія простыя словы. І таму што і насамрэч я, напрыклад, в шмат якіх выпадках менавіта такі, мне там грошы, я ніколі там за імі там не ганяўся.
і сапраўды хорошаму чалавеку я заўсёды дапамагаю там, который мне чтоб падабаўся, главное, тому што ну, чтоб прыемна было, понимаете. Вось. Так, ну што, сябры, дзякую вам вялікія. Все, тады расстаемся. Всем вялікі дзякуй за актыўнасць, вялікі дзякуй за данаты, за пытанні. Вось, я пакідаю інфапрастору на колькі дзён, не ведаю там. На наступным тыдні эфіры, канешне, не будуць, так што будьце побач. На гэтым я з вами развітваюся. Жыве Беларусь, слава Украіне, Божа храні Амерыку, ну і, канешне, нех жыве. Ён не з офісаў, ён з двароў, дзе жыццё гаворыць з намі. Камеру ўключана, круг наперад, і праўда ўжо перад намі. Калі ўсе маўчаць, ён кажа, калі крычаць стоп, ён ідзе. Калі ты бачыў і не адвярнуўся, значыць яшчэ не перабуўся. Народны рэпарцёр, голас вуліцы, прамая размова. Народны рэпарцёр, пытанні людзей нас не прымусяць маўчаць ніколі. Яму кричали: стой, свой рот закрой. Ціснули страхом і турмой. Але чим мацней стискали круг, тим гучней становився дух. Народный репортер, голос вулиці, прямая розмова. Народный репортер, питання людей не примусять мовчать ніколи. Хтось міняє слово і екран, але сутність не міняється з нами. Камера не дає, хто був і ким учора, і гэта не сховать новими ім'янами. Народний репортер, голос вулиці, прямая розмова. Народний репортер, питання людей нас не примусять мовчать ніколи. Сьогодні Петрухін, завтра кожний з нас. Покуль працює камера, правда живе у нас. Живе Беларусь! Слава